Здравствуйте. Это программа «Новости Нерюнгринской ГРЭС». Мы в Чульмане, старейшем поселке района. Самые страшные бои и сражения Второй мировой войны происходили много лет назад и за много тысяч километров отсюда. Но и с этой земли уходили на фронт чульманцы. Удивительно, но люди, соприкоснувшиеся с той войной, живут рядом с нами. Сегодня их совсем немного, но они еще есть. Один из них – житель поселка Чульман Зазыкин Федор Иванович. Родом Федор Иванович из тюменских мест. А в 1934 году 10-летний мальчишка вместе с родителями переехал в Чульман, где и учился и взрослел. Впрочем, 1941 год внес свои коррективы в судьбы людей. Вот войну я встретил. Мы жили в то время на Пионерке, в 1941 году, это 13 километров от Чульмана. Тогда там угольная шахта была. Уголь добывали, возили в Невер, на железную дорогу и в Соловьевск. Там один мужчина попросил, значит, лес скатывать. Он дом строил чуть ли. Мы обратно идем, машина со скоростью большой. Ну, не видел, чтобы она так ездила. Стоял мужчина и бросил пакет. Вернее, не пакет, а кругом такой сверточек. Ну, мужики кричат: Федька, беги, ты же грамотный, почитай что-то. Ну, я раскрыл газету «Алданский рабочий», и там сообщение, что началась война. 18 июля 1942 года 29 чульманских ребят-призывников и Федор Иванович в их числе отправились в Иркутскую область, в 585-й учебный полк. Война в самом разгаре, и времени учиться воевать просто не было. Федор Иванович через полгода получил первое тяжелое ранение. 3 месяца пролежал в госпитале. В 1943-1944 годах служил на фронте в пехоте. Там он в первый раз увидел врага, что называется, в лицо. И немцы всякие были. Я вот говорю, это предупредил. Но были звери страшные. Особенно финны, те еще хуже немцев были. Вот я там на Корейском перешейке был. Нам всем выдали финки, ножи. Потому что финны, они за 20 метров могут ножом кидали. А нам что дали? Ну что мне его дали? Я его в руках не держал. Я только вот могу так ткнуть и все. И вот был случай такой. Привели 2 финнов. Они шли с поднятыми руками. Ну, подходит командир батальона, показывает, отпустить, он как отпустил руку, так. Сердце он будет. Те перерезали у нас сам бат нашей дивизии. Там 250 человек было раненых. Утром пришли, а там лужа крови стекла. Всех перерезали. На фронте Федор Иванович получил еще 2 ранения. Повреждена челюсть, потерян глаз. Парню едва исполнилось 20. 6,5 месяцев за 1 год провел в госпитале и мог бы эвакуироваться в Ставропольский край, если бы не одно обстоятельство. Короче говоря, так, между нами, я уж потом, мне медсестра сказала, грешен я сам. Я был в списке, это лежал в Ленинграде, госпиталь. Составляли список на эвакуацию сюда, в Ставропольский край, с Ленинграда. Я был в списке. Ну, раз был в списке, уже одетый, и закурил в палате. А лечащий врач зашла, сделала мне замечание, а я, ну что, мол, покурю, да какая важность. Ну, ей, видно, не понравилось. Но мне раз вычеркнула из списка. Сестра приходит и говорит: Федька, все, не поедешь, раздевайся. Я говорю: как? Фашисты – враг понятный и предсказуемый. Спрашивается, кого надо было бояться больше? Вот та медсестра в Ленинграде, за одну выкуренную сигарету, вычеркнувшая еле живого мальчишку из списков на эвакуацию. А вот немец, которого Федор Иванович встретил в Эстонии в далеком 1944 году. Даже был такой случай, можно и записывать, смотрите как. Когда мы готовились форсировать реку Волга,
таскали доски, бревна, эти плащ-палатки, набивали сеном. В общем, такая переправа-то не было настоящая. Кто на чем? А переплывать надо. А там летом в Эстонии, в Прибалтике вообще ночи-то почти нет. Светло. Вот ползком притащим к берегу, потом нам смотрим, молчат, ну давай в рост. Выходит немец. Ну, речевка так, метров 100, наверное, кричит: Иван, таскай осторожно, офицер увидит, стрелять будет, как на русском ломаном языке. Ну, мы что, трухнули в траншею, минут 20 полежали, командировку. Ну что, ребята, пошли, все равно надо таскать. И вот, и не выстрела, и ничего, никому он сказал. Долгожданная победа. Сейчас нам истинного смысла этих слов не понять. Она, конечно, одна на всех, но для каждого своя. Свою победу Федор Иванович встретил там же, в Эстонии, находясь в войсках НКВД. Сообщили по телефону из штаба батальона. У нас был гарнизон 28 человек. Точка наша. Батальон далекий, полк далекий, мы отдельная группа. А я с 8 на 9 был дежурным по гарнизону. Утром в 7 часов сменился, в 8 часов лег спать. Уснул, а с поста пришел один. Привели. Перезаряжать стал винтовку и выстрел. Я даже выстрела не слышал, а вдруг подскочил ко мне. Ложись, как лежал, я лег. Он помел выше спичечной коробки пуля прошла тоже. И капут. Ну опять лег, уснул. Часа через 2 стук, крик, шум. Меня за ноги дергает, я соскочил. Что такое? Победа. Ну тут радости до слез было, что остались живые, хоть покалечены, но живые. Ну и выскочили на улицу, винтовки, карабины у нас были. Пальбу строили, салютовали. Потом была демобилизация, возвращение домой в феврале 1946 года и послевоенная жизнь, семья, дети, внуки. В этом году исполняется ровно 70 лет, как Федор Иванович живет в Чульмане. Многие годы проработал он на Чульманской ТЭЦ. И сегодня не потеряна связь ветерана войны и энергетики с родным коллективом. Для Федора Ивановича война была такой, без громких сражений и славных подвигов. Война как драка, она некрасивая. Не верю, что 18-летние мальчишки уходили воевать с пафосным чувством патриотизма и долга. Наверное, им просто было страшно. Но они поступили честно по отношению к своим матерям, будущим женам и еще не родившимся детям. А это уже касается и нас с вами. Дорогие друзья, ветераны Великой Отечественной войны, сердечно вас поздравляю с праздником Победы. Желаю всем крепкого здоровья на долгие годы. Было бы здоровье, а счастье будет.